Многогранная деятельность Аизы Петровны Решетниковой, высокопрофессионального музыканта, исследователя музыки и сюжетного фонда якутского и эвенкийского эпосов, организатора уникального музея, посвященного пропаганде накопленных наукой знаний об устном нематериальном наследии народов Якутии. Каждая из граней ее деятельности могла бы составить полноценную творческую судьбу отдельной личности. Аиза Петровна Решетникова – заслуженная артистка Якутской АССР, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза композиторов Российской Федерации, кандидат исторических наук, лауреат премии с золотой медалью фонда Ирины Константиновны Архиповой, основатель и бессменный руководитель Музея музыки и фольклора народов Якутии. Она родилась в семье известных, ныне легендарных актеров Саха академического драматического театра Петра Михайловича Решетникова и Ирины Михайловны Максимовой. В 1964 году окончила Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. В 1971 году фортепианный факультет. В 1974 году ассистентуру-стажировку Московской консерватории. Сольная концертная деятельность до настоящего времени поражает непревзойденной масштабностью. Не перечислить ее фортепианный репертуар классической и якутской музыки, исполненной на сцене и в телеэфире. Остро чувствуя необходимость воспитания аудитории, понимающей бессловесную инструментальную музыку, она предваряла свое исполнение ярким вступительным словом, режиссируя слушательское восприятие. Редкий среди музыкантов дар рассказчика о музыке сочетается с не менее ярким талантом пианистки. На ее циклах сольных концертов и их телеверсиях выросли поколения якутских меломанов. Например, в цикле «История фортепианного концерта» за 1971-75 годы прозвучало 18 концертов для фортепиано с оркестром зарубежных и русских композиторов-классиков. В цикле «Якутская фортепианная музыка» прозвучали практически все произведения для этого инструмента якутских композиторов. 5 монографических концертов «Играет и рассказывает» Аиза Решетникова были посвящены творчеству Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Чайковского. Просветительская деятельность Аизы Решетниковой сыграла большую роль для формирования грамотной слушательской аудитории в Якутии. Всего она подготовила и выпустила более 200 радио и 150 телепередач. Опубликовала множество статей в газетах и журналах. Все ее телепередачи и статьи отмечались вниманием общественности, формируя ее безупречную репутацию умного аналитика и справедливого критика. Если издать все ее журналистские статьи, то получится солидный том, разносторонне отражающий ретроспективу достижений оперного, балетного, саха-драматического театров, драмактеров, певцов, режиссеров, композиторов, художников, инструменталистов, выставок. Концертмейстерская деятельность рассматривалась ею не как аккомпаниаторство, а как сотворчество вокального педагога, лучше слышащего со стороны достоинства и недостатки голоса, режиссерски помогающего создать выгодную для каждого певца интерпретацию. Ею в разные периоды подготовлены сольные программы с народной артисткой СССР Онегиной Ильиной, с заслуженными артистами Якутии Александром Алексеевым, Владимиром Павловым, Прокопием Неустроевым, Алексеем Таразановым, народными артистами России и Якутии Айей Яковлевой, Матвеем Лобановым. С 1989 года постоянно сотрудничала с Альбиной Борисовой, вырастив ее до почетных званий народной артистки Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Результатом деятельности Аизы Петровны как концертмейстера-педагога является и победа заслуженной артистки Якутии Анны Дьячковской в 2001 году на конкурсе оперных певцов имени Умберто Джордано в Италии. Ее деятельность в данной области была движима желанием помочь вокалистам ярче раскрыть их дарование, а также довести до слушателей шедевры вокальной классики. Как солистка и концертмейстер Аиза Петровна играла в концертных залах имени Чайковского, «Россия» в Москве, концертном зале имени Вагнера в Риге, малых залах Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, колонном зале Дома Союзов, 14 городах США, в том числе в зале ООН в 1991 году. В составе артистических делегаций Аиза Петровна выступала в США, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Италии, Польше, Румынии и Республике Корея. Ее вклад в имидж культуры республики бесспорен.
Научную исследовательскую деятельность Аиза Петровна вела задолго до организации ею в 1990 году Музея музыки и фольклора народов Якутии, известного теперь далеко за пределами России. Она автор более 40 научных публикаций, выступлений на международных конференциях в Клайпеде, Алма-Ате, Москве, Санкт-Петербурге, Сеуле, Будапеште, рецензентами 60-томной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» Сибирского отделения Российской академии наук, особо выделяется ее концептуальная статья «Музыка якутских олонхо», изданная в 1993 году в томе «Якутский героический эпос Кыс де Белье». В 2005 году издана ее монография «Фонд сюжетных мотивов и музыка олонхо в этнографическом контексте», которая была в 2008 году успешно защищена в виде диссертации на ученую степень кандидата исторических наук в Институте антропологии и этнографии Российской академии наук имени Миклуха Маклая. Помимо российских, рецензентами из США, Германии, Венгрии, Турции была дана достойная оценка эвристичной интерпретации Решетниковой многих аспектов олонхо, эвенкийского нимгакана, структуры камлания-шамана, реликтов тотемизма в культурах народа Сибири и Дальнего Востока. В музейном деле ноу-хау Аизы Петровны заключается в умении экспонировать памятники устной нематериальной культуры, раскрытие музыкального кода архаических культур. Ею внедрены концепции залов музея по музыкальной этнографии народов Якутии, зала олонхо. Начата серия научно-популярных фильмов с игровыми фрагментами с фильма «Якутская свадьба. XIX век». Создан первый полнометражный мультфильм «Нюргун Боотур Стремительный» и видеолекции «Лунное лицо» об этногенезе и культуре юкагиров, «Князь Игорь и хан Колчак. Враги или родственники», «Травиата», «Три стиля пения волонхо», «Музыкальные инструменты народа Саха», «Музыкальная жизнь Якутии в годы войны» и другие. Музей является активным членом Ассоциации музыкальных музеев и коллекций России и стран СНГ. По проекту ассоциации «Мы дружим домами» Аиза Петровна с видеоэкспонатами и сольным концертом Анны Дьячковской выступала в музыкальных музеях России, Австрии, Германии, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, в музеях-усадьбах Чайковского, город Клин, Рахманинова, Ивановка Тамбовской области, в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени Глинки, домах-музеях Шаляпина, Скрябина, на международной выставке «Интермузей-2015». Вкладом в развитие мировой науки можно считать 4 крупные международные конференции, впервые в истории отечественной науки смело и успешно проведенные музеем. В 1992 году «Шаманизм как религия. Генезис реконструкции традиции». Музыкальная этнография тунгуса-маньчжурских народов в 2000 году, фольклор палеоазиатских народов, первая в 2003 и одноименная вторая в 2016. Широко цитируемые сборники материалов конференций давно стали библиографической редкостью. Среди инициированных Аизой Петровной Решетниковой изданий с помощью спонсорства выделяются впервые осуществленный в 2008 году перевод на русский язык классического труда Уллы Йоханссон «Орнаментальное искусство якутов» и второе издание трудов Гаврила Васильевича Ксенофонтова «Шаманизм. Избранные труды», 1992 год. Научные идеи Аизы Петровны Решетниковой побеждают в грантовых конкурсах. Президента Российской Федерации 2000 год, президента Республики Саха-Якутия 2004 и 2005 годы, фонда Сороса 2000 год, ФЦП «Культура России» 2000 и 2003 годы, РГНФ 2016 год, ГЦП Республики Саха-Якутия. Никто из деятелей искусства и науки не сотрудничает в таком объеме с общинами коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия. Музей помог эвенской общине возродить праздники «Встреча солнца», «Цветение тундры», как 25 лет назад помог эвенкийской общине реализовать историческую реконструкцию календарного эвенкийского праздника «Бакалдын». 10 февраля приглашаем в Театр оперы и балета на вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности Аизы Решетниковой. Вечер украсят мастера оперной сцены Нина Чигирева, Иван Степанов, Альбина Борисова, Анна Дьячковская, а также творческие коллективы республики. Начало в 18 часов.